Здравствуйте! В эфире новости на телеканале «Осетия». В студии Елена Черенкова и коротко о главном. Для населения, для народа, конечно, кому-то накладно получается. Допустим, двое-трое с утра едут. Во Владикавказе на некоторых маршрутах подняли цены за проезд. Люди жалуются и просят профильное ведомство разобраться в ситуации. В чем причина роста тарифов? Расскажем. Участники разбирали свои бизнес-идеи, отвечали на вопросы, кто их клиент. Как правильно составить бизнес-план, чтобы дело стало успешным и приносило доход? Своим опытом с начинающими предпринимателями делится бизнес-тренер Наталья Кознова. Наравне с итальянской пиццей осетинские пироги пользуются действительно очень большим спросом. Правильно замесить тесто, подготовить начинку и разогреть до нужной температуры печь. В Северной Осетии проходит финал WorldSkills по выпечке осетинских пирогов. Пассажиры маршрутного такси номер 1 во Владикавказе жалуются на неожиданное повышение цены. Теперь проезд и в дневное, и в вечернее время стоит 20 рублей. С чем связаны такие изменения в тарифах, выяснял мой коллега Батрас Загуров. 15 апреля пассажиров маршрутного такси номер 1 ждал неприятный сюрприз. Стоимость проезда увеличилась с 15 до 20 рублей. Сами перевозчики, компания «Иртранс», от официальных комментариев отказались. При этом они пояснили, рост цен связан с обновлением автопарка. Многие автомобили уже давно были изношены и нуждались в замене. Поэтому в прошлом месяце компания приобрела 5 новых автобусов, рассчитанных на 18 мест. Увеличение тарифа поможет хотя бы частично компенсировать эти затраты. Пассажиры же новой стоимостью проезда недовольны. Если бы подняли зарплаты, не было бы. Потому что сейчас чем жить? 11 тысяч прожиточный минимум, а каждый день цены поднимаются. Люди бы платили, но нету, дохода нету, ничего нету. Работы нету, и чем платить? Поэтому. Лучше было 15, но что делать? Нормально отношусь. Для населения, для народа, конечно, кому-то накладно получается. Допустим, двое-трое с утра едут. За комментариями мы также обратились в Министерство промышленности и транспорта республики. В профильном ведомстве подтвердили, что тарифы устанавливают сами перевозчики, поэтому они вправе повышать стоимость проезда. Государство уже тарифы не регулирует. Как мы неоднократно говорили, до этого вот маршруты такие, как 11, 13, там 22, 50, где обновление транспорта пошло, естественно, экономически им уже невыгодно ездить по 15 рублей, они уже подняли тариф до 20 рублей. Ситуация неприятная. Новые тарифы существенно ударили по карману граждан, о чем многие тут же поведали в соцсетях. Транспортники же говорят о необходимой мере, иначе, по их словам, им просто не выжить. Батрас Загуров, Хетак Гапоев, Новости Осетии. 5 апреля в республике стартовал второй этап программы по вовлечению молодежи в экономическую деятельность «Алания Бизнес-Акселератор». В рамках проекта в научной библиотеке Владикавказа прошел мастер-класс Натальи Козновой «Как составить свой бизнес-план без опыта с нуля». Наталья – бизнес-тренер, предприниматель и наставник программы «Бизнес-класс», проводимой компанией Google и Сбербанком. Участниками мастер-класса стали как уже состоявшиеся предприниматели, так и те, кто делает свои первые шаги в бизнесе. Участники разбирали свои бизнес-идеи, отвечали на вопросы, кто их клиент, какую задачу решает их продукт, как составить финансовый план, как рассчитать свой бизнес, как увидеть риски и на что смотрит инвестор. Очень теплые, очень активные, классные ребята, задавали много вопросов и видно, что хотят, интересуются. Я получила удовольствие от работы с ними. Североосетинский филиал Ростелекома подвел итоги работы за 2020 год. Журналистам рассказали о достигнутых успехах, новых технологиях и планах на будущее. В условиях ограничительных мер Ростелеком продолжит строить оптические сети и вывел на рынок целый ряд продуктов, которые обеспечили бизнесу и населению условия для работы и отдыха в онлайн-формате. В качестве поддержки предпринимательства компания объявила
акции, многие из которых дали возможность бесплатно пользоваться сервисами. В рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства бесплатный Wi-Fi стал доступен жителям 11 сел Северной Осетии с населением от 250 до 500 человек. Компания проложила более 80 километров волоконно-оптического кабеля. Ростелеком также начал реализацию масштабного проекта по демедизации сетей связи. В 15 селах республики специалисты компании перевели 3000 абонентов на оптические сети. Переход с меди на оптику позволит клиентам не только получить весь комплекс современных телеком-услуг, но и улучшить внешний облик сел. Второй этап проекта заключает полный демонтаж старого кабеля и замену опорной сети некоторым фрагментам, которые уже более 50 лет. За 2020 год к оптике подключили села из Моздокского района, Иравского, Дегорского, Ордонского. Всего больше 3000 домохозяйств. В настоящее время в республике 85% всех домовладений уже охвачено оптикой Ростелекома. На территории Северной Осетии работают 200 таксофонов. Их установили в большинстве труднодоступных районах республики. Позвонить с них можно в любую точку мира. В селах, где нет даже сотовой связи, таксофоны – единственное средство общения. Во второй половине 2020 года жители удаленных сел совершили более 68 тысяч звонков с таксофонов. Для частного сегмента проложили около 67 километров линий связи за счет собственных инвестиций. Компания Ростелеком вобрала в себя на тот момент межрегиональные компании, которые существовали на территории нашей страны. И Ростелеком стал тем Ростелекомом, который мы уже привыкли с вами видеть на протяжении последних 10 лет. Компания, которая предлагает много-много-много услуг в различных сферах. И компания, она позиционирует себя как компанию, которая призвана решать любые проблемы любых клиентов в различных сегментах, на которых она работает. Члены Совета ветеранов республики встретились с участниками Великой Отечественной войны и ветеранами-пограничниками. Представители Совета выступили с инициативой создать центр досуга для детей войны. Там они смогут общаться друг с другом и активно проводить время. Подобные встречи планируют проводить каждый месяц. А мы хотим создать им все условия, которые у нас есть в Совете ветеранов республики. У нас очень много условий, шахмат есть, у нас ансамбль есть, у нас все есть. И вот потихоньку будем их призывать, что они были под наблюдением, что мы знали, чем они занимаются, как они себя, как у них здоровье, какие проблемы у них. То есть помогать им. Общественные субботники в Северной Осетии давно стали традиционными. В преддверии Дня Победы на улицах Владикавказа проводятся работы по благоустройству воинских захоронений. Уже привели в порядок территорию возле памятных знаков «Рубеж обороны Владикавказа» и памятника пограничникам, погибшим в 1942 году. Все детали у Даяны Калуховой. Памятник «Рубеж обороны Владикавказа» установили в 2002 году. Он увековечил память о воинах-пограничниках, которые погибли в бою в 1942 году, когда немцы пытались прорваться в город. Сегодня волонтеры расчистили территорию воинского мемориала. В преддверии 9 мая каждый год, это уже традиция, добрая традиция нашей партии, мы объезжаем все мемориалы, которые имеют отношение к этому великому дню. И очень радует нас всегда, что практически все они находятся в ухоженном состоянии. Практически все они бывают отремонтированы, подкрашены, то есть за них стыдно не бывает. И бывают лишь такие текущие моменты, которые необходимо, может быть, прибрать, чуть-чуть подкрасить, убрать какой-то мусор. В экологической акции приняли участие руководители регионального отделения партии «Единая Россия», представители молодой гвардии «Единой России» и активисты волонтеров Победы. Если посмотреть, то каждый человек должен следить за порядком, не выкидывать мусор. Если не будет порядка, то будет все плохо. Для юных добровольцев такие мероприятия стали неотъемлемой частью жизни. Так они чтут память героев, которые ценой своей жизни приближали победу. Мое личное отношение к таким субботникам на самом деле очень хорошее. Я думаю, что их надо проводить намного чаще. Сегодня это старт акции, поэтому я надеюсь, что в скором времени мы еще больше будем делать такие субботники, проводить, потому что это необходимость.
Организаторы акции отмечают, что цель не только сохранение прошлого, но и забота о будущем, воспитание молодежи в духе патриотизма и любовь к родине. Даяна Калухова, Игорь Вицеховский. Новости Осетии. Конкурс по выпечке пирогов в Северной Осетии с каждым годом набирает обороты. Познать тонкости этого дела хотят повара с разных регионов России. Сегодня прошел финал WorldSkills среди школьников. Как справились с поставленными задачами юные кулинары, расскажет Хетак Плиев. Любимые всеми остинские пироги. Традиционное блюдо остинской кухни становится все более популярным. На кухне аграрно-технологического техникума представители разных регионов России соревнуются в приготовлении пирогов. На то, чтобы испечь 2 пирога, конкурсанту дают 2 часа. За это время участник должен подготовить тесто, начинку и приготовить пирог с тыквой. Сразу после того, как достают пирог из печи, проверяют температуру. Она не должна быть ниже 75 градусов. 56. Приготовить пирог, как полагается по регламенту, не так просто, особенно гостям из других регионов. Сюда приехали 8 конкурсантов, каждый из них победитель регионального этапа. В некоторые моменты мне было легко, а в некоторые сложно, но большинство, когда были тренировки, мне помогал мой эксперт. Поначалу было волнение, что вдруг где-то что-то не получится, а потом более-менее началось получаться и как-то нравилось это делать. Судьи обращают внимание на все детали – форму, цвет, плотность теста, но самое главное – пирог должен быть вкусным. На самом деле в Москве очень развита индустрия по приготовлению осетинских пирогов. Достаточно большое количество предприятий общественного питания пекут и предлагают с различными начинками, не только с традиционными, с которыми мы, например, работаем в компетенции, но и я так думаю, что есть какие-то такие европейские начинки, которые под видом осетинских пирогов предлагаются на этих предприятиях. Конкурсанты были поделены по возрастам. Завтра и послезавтра юниоры будут показывать свои умения в приготовлении осетинских пирогов с другими начинками. Хетак Плиев, Алан Суанов, Новости Осетии. Меньше 2 месяцев осталось до основного этапа сдачи единого госэкзамена. Школьники уже приступили к активной подготовке. Кроме основных предметов, выпускникам надо определиться с экзаменами по выбору. Об этапах подготовки к ЕГЭ в материале Галины Григорян. Вещать с телеэкрана или вести собственную колонку в престижном издании. Именно таким представляет свое будущее ученик Моздокской школы Левон Вартанян. Это моя детская мечта. Я еще с 11-12 лет всегда смотрел репортажи по телевидению и трансляции футбольных матчей. Для меня это было как какой-то далекий такой мир неизведанный, как тайна за 7 печатями. И мне хотелось ее открыть. И сейчас, когда я уже стал немного постарше, я понял, что у меня есть сила, у меня есть вдохновение, у меня есть фантазия, у меня есть интерес к этому. И какая-то страсть в том числе. Я понимаю, что такие люди, как я, в принципе, там требуются. В планах у юноши поступить в литературный институт имени Горького в Москве. А для этого нужна серьезная подготовка. Сейчас Левон ведет литературную страницу в соцсетях. Надеется когда-нибудь опубликовать свои произведения. Но пока первоочередная задача – успешно сдать госэкзамены. Я сам по себе такой человек, я живу вспышками. Если у меня есть такая вспышка, я могу хоть весь день заниматься русским языком или заниматься литературой, а могу просто отдыхать, кто не без греха. Бывает такое. Но часто я себе устраиваю такие дни, ставлю компьютер и делаю вот до посинения. И как твои успехи? Успехи, я думаю, у меня неплохие. Уже 2-й год подряд я участвую в республиканском этапе Олимпиады школьников по литературе. В прошлом году я был победителем, в этом году я стал 2-м призером. Так что и школы дают очень большую базу для меня. Подготовке к ЕГЭ в первой моздокской школе уделяют особое внимание. Ученики старших классов несколько раз в неделю во время уроков и после занятий проходят пробное тестирование. По словам педагогов, результат зависит от совместной работы учителя и ученика. 10 класс – это уже время, когда они осознали, что это им надо, а не для кого-то другого. Поэтому они к этому серьезнее более-менее относятся. Дело в том, что иностранный язык – это предмет, к которому за один день и за один год не подготовишься. Здесь нужна кропотливая, стабильная работа на протяжении многих лет. Здесь нужно сотрудничество с обучающимися. Их целеустремленность должна быть реализована. Уже совсем скоро школьникам Северной Осетии предстоит пройти важный этап, который откроет им дорогу во взрослую жизнь. В этом году выпускники будут сдавать ЕГЭ с 31 мая по 2 июля. Галина Григорян, Алана Бзыкова. Новости Осетии.
Кванториум в Моздокском районе ничем не уступает Владикавказскому. Ребята успешно реализовывают свою идею в разных направлениях. Это Energy Кванториум, Геокванториум, Аквакванториум, Аэрокванториум и Хай-Тек. Многие проекты уже презентуют на федеральном уровне. Все детали в материале моих коллег. Соляной двигатель или солнечная батарея. Родион Чернобровкин для своего проекта смоделировал машинку на альтернативном топливе. От результатов опыта зависит успех проекта на Всероссийском форуме разработчиков «Хакатон». Для этого в Energy направлении Моздокского кванториума есть все необходимое оборудование. У меня в руках машина из Energy Quantum, с помощью которой мы испытываем разные альтернативные источники питания. На данный момент мы испытывали батарею, которая была основана на солнечной энергии. Она самая эффективная, потому что она работает за счет фотоэлемента, который поглощает радиацию. Ангелина Рябуха всегда интересовалась геологией и географией. Свои знания оттачивает в геоквантуме, изучает состав почвы, климат своего района. Здесь же открылись ее предпринимательские способности. Во время работы над одним из проектов решила создать бизнес-план по открытию оздоровительного санатория. Я считаюсь как продолжательница проекта моего дедушки. Он тоже хотел такое построить, но ему это тяжело потянуть. Он отвозил воду, которую он находил под землей, на исследование, и показалось, что в Киевском из подземель идет обычная вода, а в Раздольном есть горячие источники. И, скорее всего, этот оздоровительный центр будет в Раздольном. У школьников есть выбор по самым различным интересам. Занятия проходят по 6 направлениям. Кроме того, здесь работает шахматная гостиная. Технопарк оборудован современной аппаратурой, лазерными и фрезерными станками, 3D-принтерами и сканерами, микроскопами. Ребята регулярно проходят тестирование на усвоение программы и разрабатывают собственные проекты. Те квантумы, которые у нас есть, они нам очень нравятся. 3 квантума у нас совпадают с Владикавказским кванториумом. Это аэроквантум, это промробоквантум и хай-тек. А 3 квантума, они у нас, можно сказать, уникальные. Автоквантум, энерджи квантум и геоквантум. Очень интересные перспективные направления. Нам очень повезло, что у нас открылись эти 3 направления. Очень здорово. Кванториум в Моздоке принимает 530 детей. Набор все еще идет. Галина Григорян, Алана Бзыкова. Новости Осетии. В Владикавказе стартовал 5-й межрегиональный хореографический фестиваль «Мир танца». Больше 40 танцевальных коллективов со всей республики представляют яркие номера. Участников оценивают заслуженные деятели искусств республики. Главная номинация – «Народный танец». Организаторы мероприятия – Республиканский комитет по делам молодежи и Дворец молодежи. Фестиваль завершится завтра гала-концертом. Лауреаты получат дипломы и кубки, а победители гран-при фестиваля и денежные призы. У нас предвкушение очень веселое, радостное. Немного волнуемся, но ничего страшного. Мы настроены на победу. Мы 5-й год проводим этот конкурс. И очень радует, что наши дети с каждым годом все более подготовлены, более техничные. Этот конкурс вообще призван к тому, чтобы даже балетмейстеры тоже получали какой-то опыт. Уровень своей физической подготовки сегодня показали сотрудники государственных органов власти и работники предприятий. Республиканский этап фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» включает в себя несколько испытаний – бег, стрельба и поднятие туловища из положения лежа. В соревнованиях участвовало около 60 человек, все они были поделены на команды. Лучшие отправятся на всероссийский турнир, который пройдет в мае в Уфе. Вы понимаете, что это как-то впервые это все. И у нас было мало времени на подготовку, потому что в связи, не знаю с чем, пришло положение всероссийское позже. И мы пока разослали свое, сделали на основании этого положения республиканский фестиваль, и потом разослали. И у них практически не было времени собрать команду и подготовиться как следует. Но я думаю, на будущий год мы уже сейчас сделали определенные выводы, уже более на высоком уровне будем проводить. Заранее уже мы известим эти организации, чтобы они готовились уже более-менее нормально. К этому часу это вся информация. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.